Слышите меня? Итак, Блиц. Чем в большей степени вызвана очередная реформа школьного образования? Необходимостью не отстать от других развитых стран или желанием урезать финансирование? Александр Григорьевич. Она вызвана тем, чтобы преодолеть кризис образования, который есть как в нашей стране, так и в многих странах мира. То есть все-таки не отстать от других. Красных даже больше. Не очень согласна с вами. Как вы считаете? На протяжении последних лет мы из тройки лидеров переместились на 54-е место в образовании. Чем больше таких реформ, тем хуже. Новая реформа направлена на очередную попытку экономить на образовании, но экономить на образовании, как сказал бы Менделеев, хуже, чем топить ассигнациями. Так, большинство с вами соглашается, Олег Николаевич. Согласны ли вы, я не буду задавать этот вопрос Олегу Николаевичу, поскольку я буду цитировать его. Итак, согласны ли вы с Олегом Смолиным, который считает, что новые стандарты в школе приведут к нарушению прав человека на качественное образование и будут угрожать национальной безопасности страны? Я с этим категорически не согласен. Чем в большей степени вызвано неприятие новых образовательных стандартов, их несовершенством, неинформированностью общества или давлением на общественное мнение учительского лобби? Олег Николаевич. Конечно, несовершенством стандартов, которые уже отчасти признают и разработчики. Стандарт написан так, что даже люди с большим опытом поняли его именно как сокращение обязательного содержания образования, сведение его к самому примитиву. Так, большинство с вами соглашается. Александр Григорьевич, я понимаю, что неприятно это слушать, потому что Александр Григорьевич, уважаемый мною Асмолов, он является одним из разработчиков этих стандартов. Я считаю, что подобная социальная позиция общества важна, но вызвана она прежде всего недостаточной информированностью в том, что представляют новые стандарты, и в этом вина разработчиков стандартов, в том числе моя. Есть ли опасность, что новые стандарты постепенно сделают школьное образование преимущественно платным? Такой опасности не существует. Новые стандарты отвечают Конституции России, которая должна, согласно которой главное – это бесплатность качественного образования. Про качественное образование в Конституции ничего не сказано, а новые стандарты в сочетании с законом номер 83, превращающим школу фактически в коммерческую организацию, обязательно приведут к расширению платности образования. С вами согласно большинство. 4 или 5 человек только против этого. Согласны ли вы с экспертами, которые считают, что новые школьные стандарты чрезмерно политизированы, Олег Николаевич? Я считаю, что авторы новых стандартов путают три разные вещи. Любовь к родине, к стране как неприходящую ценность, любовь к государству как приходящую ценность и, наконец, любовь к правительству как очень приходящую ценность, потому что во всех цивилизованных странах правительства меняются каждые 4-5 лет. Так все-таки они политизированы? Конечно, и в этом смысле стандарты политизированы. Они направлены на воспитание лояльности к правительству, а не любви к стране. Я рад, что Олег Николаевич является таким специалистом по любви. И в связи с этим хочу сказать, если стандарты будут политизированы так, что превращают человека в раба, то такие стандарты категорически не нужны. Справедливо ли утверждение, что реформа образования в том виде, в котором она сформулирована, снизит интеллектуальный уровень страны? Олег Николаевич. С каждым следующим исследованием так называемой ПИЗы мы ухудшаем наши показатели. Из школы убрали астрономию. Если 4 года назад 28% думали, что Солнце – это спутник Земли, теперь уже 32%. Как только уберут другие естественные науки, мы скатимся на уровень, который сейчас показывают сторонники того, что Солнце – это спутник Земли. Поэтому новые стандарты реально угрожают интеллектуальному потенциалу нации. С вами согласны все, кроме 2 людей, находящихся в зале. Новые стандарты расширяют возможность для личности получения знаний в области фундаментального образования, естествознания, обществознания и других базовых областей. Тем самым новые стандарты – это шанс для того, чтобы люди лучше решали те классы задач, которые ставит перед ними общество и жизнь.
Так, опять, к сожалению, Александр Григорьевич, с вами не согласна. Я понимаю, как Да вам не к сегодня сожалению, а трудно. к радости. Почему к радости? А потому что любая новая идея воспринимается как ересь. И если она сразу принимается большинством, то значит грош этой идеи. Бор сказал, идея недостаточно безумна, чтобы быть талантливой. Я надеюсь, что она столь безумна, чтобы быть и талантливой, и через некоторое время ее также примут, как приняли то, что на смену системе Птоломея пришла система Коперника. Я в этом уверен. В истории науки еще чаще бывает, что именно ересь выдается за новую идею. Это Ну, тоже бывает бывает. по-разному, да. Сочтемся ересями, ведь мы свои же люди. Так. Грозит ли новая реформа массовым увольнением учителей? Александр Григорьевич. Никакого риска увольнения учителей в тех преобразованиях, которые касаются стандарта старшей школы, не существует. Если каждые 2 года все дети будут выбирать произвольно практически любой набор предметов, естественно, никаких гарантий того, что учитель следующие 2 года будет работать, не останется. Понятно, спасибо. И такой провокационный вопрос. Какую оценку вы поставили бы разработчикам новых школьных стандартов? Если говорить об оценке от моего лица, то это будет самооценка. Самооценка на данный момент между 4 и удовлетворительно. Ну, вообще, я вам скажу, да, простите, Олег Николаевич. Я думаю, что это недостаточно самокритично. Я полагаю, что в том виде, как он есть, стандарт неприемлем. И пока я не увижу нового текста стандарта, я буду ставить ему неуд. С вами опять большинство согласно, но мне кажется, не потому, что я защищаю разработчиков или потому, что я действительно очень нежно отношусь к Александру Григорьевичу на протяжении долгих лет, но ведь мы до конца не поняли, что это за документ. Мы до конца не осознали, что такое возможность выбора, которую дает нам разработчики и новая программа. Поэтому давайте пока не будем спешить с оценками. Я остановлюсь на 4 с минусом, если вы позволите, Олег Николаевич, чтобы не было у нас таких вот грубых ссор. Ваша доброта не имеет пределов, Кира. Но надо, чтобы она не была за чужой счет. Это закончились мои блиц-вопросы. Заканчивается первая часть, и я прошу наших уважаемых экспертов, согласно вашим симпатиям, занять места. Либо рядом с Олегом Николаевичем, либо рядом с Александром Григорьевичем. Вот Так. тут я останусь в меньшинстве. Так, пожалуйста. Уходим на рекламу и через 2-3 минуты встретимся. Смотрите в субботу в аналитической программе «Постскриптум». 100 миллиардов в казну. Российские банки выходят за пределы России. Уроки арабского. Удастся ли Бен Али и Мубараку утаить свои деньги? Запрещенный бизнес, как прокуратура вскрыла игорную сеть, скандал недели, а также блеск и нищета МВФ, почему фонд не сумел предвидеть глобальный кризис, наш комментарий. Есть ли у Польши грехи перед Россией, о чем предпочитают не вспоминать поляки? Специальный репортаж. Конь бледный, идеалист, несущий смерть. Портрет Бориса Савенкова и женский бунт против Сильвио Берлускони. Станет ли он последней каплей? Это вторая часть нашей программы. И, воспользовавшись служебным положением, хочу спросить. Вот скажите, пожалуйста, ну ведь уже, по-моему, 4 года идет апробация в начальных и средних школах. И не было такого скандала, какой поднялся сейчас. Неужели все это заслуга или, наоборот, вина уважаемого Сергея Владимировича? Почему такое бурное обсуждение идет стандартов для старшей школы? Пожалуйста, Сергей. Вот мне кажется, что действительно заслуга Сергея Владимировича, потому что известное письмо общественности, учителей и всех прочих. Вы подписывали его Я тоже? подписал после того, как получил по электронке письмо от Сергея Владимировича. Вы И прочитали на тот момент стандарт? Да, конечно. И надо сказать спасибо Сергею Владимировичу, что он обратил внимание на этот стандарт, потому что у нас очень принято делать все втихаря.
Именно поэтому никто не обращал внимания, что многие проводят свои Я так здесь называемые вынужден реформы. прервать. Дело заключается в том, Позвольте не что на перебивать, я самом деле договорю втихаря всё-таки. ничего не делалось. И стандарт висел на сайте Министерства образования до этого 3 месяца. Плюс к тому, до этого обсуждался еще полгода в самом широком сообществе. Стоп. Александр более Михайлович, того, скажите, а в сайт профильных это и есть комитетах втихаря. обсуждалось, с педагогическим сообществом Это обсуждался обсуждалось и в проект? широком педагогическом сообществе. Обсуждался? Более того, это обсуждалось и на профильном комитете Госдумы. На профильном комитете обсуждались только проект стандарта для основной школы, проект стандарта для старшей школы на профильном комитете не обсуждался. А я присутствовал на одном из таких обсуждений, достаточно широких, и вот ничего, кроме абсолютной невнятности, я не услышал. Мне так никто и не смог объяснить, что такое Россия в мире, что мы оставляем из предметов, а что упраздняем. В ответ на прямые вопросы, почему я подписал? Не потому, что я исполнен гнева, нет, даже не поэтому, а просто потому, что я недоумеваю. Мне непонятно, что вы предложили. Я хочу задать конкретный вопрос, который я задал вчера представителю Министерства Пожалуйста. образования. Я На- должна во сказать, время- я прошу прощения. Да. Дело в том, что на протяжении 7 лет, сколько существует эта передача, мы обязательно делаем программы, посвященные образованию, и ни разу, и в этот раз Министерство образования не пришло на эту передачу. Поэтому для Вчера меня... была встреча с представителем Министерства образования, повезло, с директорами Сергей Москвы. Владимирович. Это, кстати, С вопрос о директорами публичности Москвы. Да. обсуждения. Значит, и на этой встрече с директорами Москвы, посвященной стандарту, я задал конкретный вопрос, который я сейчас адресую разработчикам стандартов, и получил гениальный ответ. Я вам этот ответ тоже процитирую. Я спросил следующую вещь. Значит, стандарт, если читать его в отрыве от, так сказать, реальности школы, прекрасен. Кто же против того, чтобы ребенок выбрал все, что он хочет, а школа ему все это предложила? Александр Михайлович Кондаков, выступая перед челябинскими учителями, согласно информационному агентству, сказал: в большинстве российских школ нет условий для индивидуального обучения каждого ученика. То есть образовательное учреждение в зависимости от условий и возможностей предоставит старшеклассникам определенный набор готовых профилей. Сам старшеклассник не сможет самостоятельно выбрать конкретные предметы. Когда Смотрите, это сказал Александр подождите. Михайлович? Вы пришли в магазин, и вам сказали, вы можете взять 10 разных продуктов. Это одна история. Вы пришли в Ну, есть магазин, и вам только сказали, два. вы можете взять вот эти 10, ну у нас такая возможность дать эти 10, или эти 10. Это другая история. Это то, что сейчас происходит в профильных школах и без всякого Сергей стандарта. Владимирович, я прошу прощения. Я задаю вы- вопрос. Да, А знаете, пожалуйста. какой я ответ получил? От представителя Министерства образования. И директора все, они, знаете, они сначала воспряли, вот же практический вопрос. Представитель Министерства образования сказал: я пришла обсуждать документ. Я не буду обсуждать слова Александра Михайловича Кондакова, которые, как, Ну, давайте конечно, зададим- переврали да, журналисты. давайте зададим вот у меня вопрос. этот вопрос. Это все-таки выбор ученика или выбор Сергей школы? Владимирович, вы знаете, откровенно говоря, от учителя московской школы, тем более 57-й, подобного рода вопрос кажется весьма странным. Потому что именно в Москве за последние годы, я думаю, ребята молодые, которые сидят в аудитории, прекрасно знают, что, во-первых, реализуются отдельные профили обучения, а вы работаете в школе, где физико-математический профиль исторически является ведущим, а во многих школах реализуются и индивидуальные учебные планы. Но индивидуальный учебный план, к сожалению, может реализовать не каждая школа, потому что она не имеет для этого ресурсов. И в этом случае в массовой школе реализуются соответствующие профили. Физико-математический, гуманитарный, ну и так далее, медико-биологический и так далее. И в данном случае после 9 класса уже сегодня родители делают, и дети делают свой выбор и идут в то образовательное учреждение, которое предоставляет данную образовательную услугу. Поэтому, вы знаете, ваш вопрос непрофессионален в корне. И не надо прежде всего ту ситуацию, которая опять ушли сегодня от есть ответа, в Александр школе. Михайлович. Вы ушли от ответа. Подождите. Вы отвечаете Ту не на мой вопрос. ситуацию, Вы которая мой вопрос не сегодня слышите. уже есть в Сейчас, массовой ну, российской Сергей школе, Сергей Владимирович, Да. и является результатом эксперимента по профильной школе с 2002 по 2010 год, и, между прочим, дала свои положительные результаты, вы пытаетесь подменить очередной фразой насчет того, что не везде. Да, не везде, но в этом случае школа предлагает один или несколько профилей, как это есть сегодня, и это реально удовлетворяет образовательный Можно запрос спросить? учащихся. Уважаемый Вот можно да, просто спросить? Все-таки Наивный будут вопрос школы, задать. как сейчас. Я В чем правильно новизна? понимаю,
Сергей Владимирович, Вот по вы новому получили стандарту, ответ? который сейчас вывешен на вашем сайте, вот только что, история у нас не обязательный предмет, а невнятный предмет России в мире. Непонятно, что туда будут. Я задаю вам вопрос. Вы В этом на самом деле прочитали стандарт? Я читал. Вот Вот мне кажется, что самое оскорбительное, и почему такой шквал, в том числе, извините, я была возмущена, когда в числе обязательных предметов были названы такие, с нашей точки зрения, они нужны, но не обязательные, и еще не апробированные. Это основа безопасности жизнедеятельности, это физкультура, это Россия в мире, которую учебника никто еще не видел. Кира, я тем не менее Слава думаю, Богу, что как самый увидит, главный заснется. вопрос для наших граждан – это вопрос социальных гарантий. Чтобы в объеме бесплатного образования давалась та программа, Но которая количество позволяет... предметов теперь сократится на сколько? Секунду, количество 14. часов не И сокращается. количество предметов не Предметов? сокращается. Не сокращается. Сказано в новой редакции 9-10 обязательных 14. предметов. Нет, было на самом деле не 14, сегодня в Москве 19, а в некоторых регионах 21. И если мы разделим избыточно, 36-40 часов, которые сегодня есть, на 18-20, то мы получаем по 2 часа в неделю. Если в зале сидят профессионалы, они знают, что такое одночасовой предмет. Сегодня, если мы разделим 36 на 9-10, мы, по крайней мере, получаем 4. Поэтому выборов 9 обязательных предметов, из которых 6 это предметы или 7 по выбору из обязательных образовательных областей, где обязательно изучение русского языка и литературы на одном из уровней, математики Обязательно на математика. одном из уровней обязательно, общественных наук и так далее. Поэтому на самом деле общеобразовательная подготовка полностью сохраняется и общекультурная. То мы даем возможность детям изучать профильные для них предметы, допустим, физику, не 2 часа, а 5 часов в неделю. И, между прочим, снижаем с родителей, в данном случае, даем возможность не тратить деньги на репетиторов, мальчику, который идет на Послушайте, мехмат. вы говорите ясным, понятным языком. А можно я Зачем не документ писать таким, чтобы всех Кира, у запутать? нас Изысканный рецепт. Роскошный букет хмеля. Так рождается совершенный вкус пива «Балтика разливное». Мы оберегаем его от жара пастеризации, сохраняя первозданную свежесть. «Балтика разливное». Подлинный вкус, нетронутый пастеризацией. Его сложно не заметить. Обновленный дизайн, продуманность каждой детали. Он удивляет сочетанием мощности и экономичности. Kia Ceed создан удивлять. Дари тепло общения. В праздничные дни в Связном тебя ждут специальные цены и скидки на телефоны Nokia. Так хочется как следует запастись солнышком на зиму. Именно зимой детям не хватает солнечного витамина D для здорового роста. Хорошо, что есть растишка. В отличие от обычных молочных продуктов, растишка обогащен витамином D, который помогает кальцию усваиваться эффективнее. Дети светятся здоровьем. Солнце зимует в растишке. Как мне нравится этот цвет. Мне тоже. Такой насыщенный. Это все благодаря моей Garnier Color Naturals и моему любимому оттенку 625. 3 масла, оливы, авокадо и карите интенсивно питают волосы, поэтому мой цвет более насыщенный надолго. И никакой седины. Найдите и вы свой любимый оттенок Garnier Color Naturals. Глубокое питание, насыщенный цвет. Заботься о себе. Гарниер. Артроактив. Природная смазка ваших суставов. Спрашивайте в аптеках. Если утром в спешке сборов молоко у вас сбежало, Пимолюкс крем вмиг поможет и царапин не оставит. Жир очистит, грязь отмоет, запах напрочь удалит. Эту формулу недаром сода-3 эффект назвали. Все блестит. Спасибо маме. Спешка утром, ерунда. Пимолюкс, и ваша кухня сияет. Знаете ли вы, что ваши зубы и десны сейчас под угрозой? Почему? Из-за размножения бактерий. Поэтому они иногда кровоточат? Да, я вам покажу. Это размножение бактерий. Основная причина проблем с деснами. Но я регулярно чищу зубы. Я советую Colgate Total. Он борется с размножением бактерий в течение 12 часов. Попробовали Colgate Total? Да. Давайте посмотрим. Здорово, бактерий стало меньше. Для более здоровых десен Colgate Total. 12 часов защиты от размножения бактерий. Colgate. Рекомендация стоматологов номер 1 в мире.
Я не сомневаюсь в выборе печенья. Альпенгольд Чоколайф. Мягкий воздушный бисквит и сочное желе из ягод и фруктов, покрытые настоящим шоколадом Альпенгольд. Попробуйте сами. Альпенгольд Чоколайф. Не пытайся устоять. Что процитирую. Это по поводу России в мире. Одна из целей программы духовного нравственного развития – это готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальным и неформальным объединениям. Далее. Изучивший курс России в мире должен сформировать умение реконструировать и интерпретировать прошлое России на основе источников, владеть умениями синтеза разнообразных исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе. Я вздохнула. Вариантов дальнейшего развития. Это может невозможно. нормальный человек прочитать и понять. Эти тексты нуждаются в серьезнейшем редактировании. А кто их писал? Могу вам Написано на сказать, первой странице стандарта. Секундочку, с первой же строки говорю, мы отвечаем за все. И вина за то, что они сейчас с таким трудом... Кира, то, что вам пришлось трижды вздохнуть, приношу свое извинение, пока вы дочитали фразу до конца. Нет, это на не самом актерство деле, совсем, это нет, невозможно понять. Нет, я верю, потому Я что сообразительная написано вообще-то. сверхсложно. И поэтому здесь, в буквальном смысле, это нормативный документ, он простым быть не может, но это не оправдание. Мы должны написать эти тексты так, чтобы они были понятны. Если завтра бы было предложено ввести стандарт в том варианте, в котором он предложен во все школы, я бы сказал, разрешите, я перейду и стану рядом с вами. Я поясняю эту позицию. Это не стандарт даже с завтрашнего дня. Это стандарт, который рисует, это перспективный стандарт. И, как вы знаете, первые попытки экспериментов по нему, это 2013 год, массовые эксперименты 16-15 и введение этого стандарта в 2020 году. Ваша позиция чрезвычайно симпатична. Будь какая-нибудь трибуна рядом с вами, и вот я бы туда обязательно встал. И я прочел сегодня все, что вы написали в «Новой газете». Это действительно, если взять это в отрыве от современных реальностей, прекрасно, чтобы каждый ребенок все свои образовательные запросы мог решить в той школе, куда он придет. Но вас же спросили на круглом столе, не я спросил, оголтелый учитель, ничего не понимающий, спросили другие люди. Скажите, пожалуйста, а где в стандарте прописаны гарантии государства, что к 2020 году, расправившись с Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу, оно еще какой-то своей рукой или ногой построит все то, что нужно в школах, обучит учителей, сделает их не социально загнанными в угол? 2037. Я слышу только один анекдот. Я слышу только... Александр Григорьевич, я от 3 разработчиков стандарта слышу только глумливый анекдот про учительницу, которая говорит: вору часы не отдам, оставлю классное руководство. Значит, что такое часы? Отдам классное. Что такое часы? Зарплата учителя, который приходит в школу после института в регионах, 3-4 тысячи рублей. Зарплата учителя со стажем 7-8. Когда хорошо устроенные дяди говорят про тетю, потому что у нас учительницы, у нас дядь в школе не найти днем с огнем. Ну вот стоит один дядя, потому что он хороший. работает в сильной московской школе и получает не 3000. Да. Скажите, какие гарантии государства прописаны в этом стандарте? Гарантии, что условия для реализации образовательной программы, вот там есть и финансовые условия, материально-технические. Там в стандартах впервые включены, помимо содержания знаний, помимо результата, нацеленности на результат, те условия, которые обязано гарантировать государство, чтобы эти стандарты были реализованы. Этого не было в стандартах никогда. И в этом смысле эти условия, я с вами согласен, должны быть жестко и более четко прописаны. Да вы просто просите, я сразу... Кира, спасибо большое. В стандарте написано близко к тексту следующее. Там прекрасно описаны действительно образовательные условия, вплоть до бассейнов, танцзалов, мультимедиа, значит, полной интернетизации и всего остального. 2 руками подписываюсь, за исключением одной фразы, которая все уничтожает. Там написано, что отвечает за их реализацию не государство, а школа.
за счет бюджетных и внебюджетных денег. А теперь угадайте из 3 раз, где школа возьмет все эти внебюджетные деньги. Олег Угадали? Николаевич, Олег Николаевич, я, конечно, понимаю, что аудитория не очень хорошо знает российское законодательство и распределение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, поэтому данная фраза в стандарте находится в полном соответствии с действующим законодательством. Но, Кира, я хочу сказать другое. Вот посмотрите, мы уже сколько времени, что обсуждаем. Вот это плохо, здесь нам не дали, это не то. Мы не обсуждаем в стандарте главное – личность ребенка. Мы не говорим о том, с чего начал Осмолов, что впервые в нашей стране в центре стандарта оказался человек с его запросами. И если сейчас задать вопрос аудитории, а вот те варианты выбора, которые стандарт на самом деле вам представляет, кто вам сказал, вот что вас впервые? это устраивает или не устраивает? Итак, кого устраивают нынешние стандарты, которые уже существуют или еще существуют? Зеленые жезлы. Кого не устраивают нынешние стандарты, которые есть в нашей школе? Красные. И вот посмотрите на реакцию зала. Примерно пополам. Примерно пополам. Это то, о чем сказал Олег Николаевич. Сегодняшняя система образования не отвечает запросам страны. Да. Сегодняшняя система образования показывает индикаторы снижения образованности нации. Да. И мнение общества разделяется пополам. Еще раз, я да. хочу сейчас Только одну добавлю последнюю фразу. У современной школы большая головная боль, но вы предлагаете лечить ее гильотиной. Так, я хочу спросить, понимаете, да, хорошо, когда сейчас такие жаркие споры, но тем не менее, мне бы хотелось некие моменты конструктивизма или объективности. Вот с вашей точки зрения, все-таки что хорошо в этих стандартах? С моей точки зрения, право ребенка, или уже не ребенка, потому что это 9-10 класс, и тогда не рожают в это время. Вот, право ребенка выбрать то, что он хочет учиться. Разве это то, что он хочет учить, это разве плохо? Кира, у меня очень сложное отношение к этому. Я считаю, что, во-первых, мы должны помнить, что есть специальные школы, где ребенок уже может определиться, там физико-математические или гуманитарные. Во-вторых, я считаю, что в массе своей школьники, даже старшеклассники, еще не знают, кем они хотят стать. И это все-таки дикость и варварство отсечь их от базовых знаний. И в-третьих, вот я читал эти стандарты, у меня создалось впечатление, что даже если я хочу быть только гуманитарием, меня лишают базовых гуманитарных предметов. И это вообще ни в какие ворота. Дорогие коллеги, Справедливости ради хочу сказать, что критиковать, сейчас, секундочку, критиковать и разбивать гораздо легче, чем создавать. Даже, может быть, не очень совершенно. Дорогие коллеги, то, что вы говорите по поводу профильности, это не просто правильно. Профильность сверхопасна. Если мы ребенка в 14-16 лет загоним в узкоколейку развития, это опасно. Поэтому как раз я об этом говорю всю жизнь. Необходима школа вариативного образования, универсальная школа. И поэтому в новых стандартах никто не загоняет выбор, а дают возможность выбора, возможность поиска. Вот говорят, что после даже 9 класса, это где-то 15 лет, да, человеку, он сколько процентов вот из этих 15-летних уже готовы к самостоятельному выбору? Отвечу таким образом. Сегодня человек за свою жизнь меняет профессию 3-4 раза, причем кардинально. Ученые говорят, что мы будем менять профессию за свою трудовую деятельность 6-8 раз. Поэтому говорить о том, что ребенок вот в 14 лет не выбрал, да, может быть, у него не хватает жизненного опыта, определенных знаний. Это нормально. И это нормально. Но какое-то желание, устремление, идею и образ себя в будущем у него уже все-таки есть. И не надо лишать этого. Пожалуйста, зеленый микрофон. Большакова Галина Александровна, мать 2 детей, которые сейчас учатся, и им все это предстоит на себе испытывать. Значит так, вопрос такой. У нас по стандартам предполагается обязательный предмет, как физкультура. Но мы знаем, что у нас и в армию-то недоборы, а детей, которые со слабым здоровьем, именно не могут заниматься физической культурой. Вопрос, каким образом будут аттестованы или обучаться по обязательным предметам данные больные дети, не имеющие возможности
заниматься физической культурой. Я прошу вас быть такими же краткими, как задают вопрос. Уже на сегодня эта ситуация имеет место быть в школах. И вы можете посмотреть инструкцию Департамента образования города Москвы, которая расписывает всю систему работы по направлению физической культуры для всех детей с особенностями здоровья. И вопрос аттестации там тоже решен. Не переживайте, эти вопросы решены. Секунду. Я еще хотела добавить ответ на вопрос Киры. Что касается секций, эта идея не нова. И в хороших школах уже 8-10 лет старшеклассники ходят не на урок физкультуры, а ходят заниматься в ту или иную секцию. Ну тогда по выбору. зачем делать физкультуру обязательно предметом в школе? Речь идет о физическом развитии. И если школа имеет возможность сделать его более интересным для детей, то, конечно, надо эти ресурсы если не использовать. имеет возможности? Случай, когда я поддержу разработчиков стандартов, физкультура должна быть обязательным предметом, потому что здоровье нужно всем, но для каждого в соответствии с его особенностями. Абсолютно точно. Жатецкий гусь черный варится с ароматным жатецким хмелем и обжаренным солодом из Чехии. Жатецкий гусь черный. Из-за стресса вы перестаете быть собой? Примите Персен. Он способен помочь вам быстро успокоиться и прийти в себя. Персен. Быстрая помощь при стрессе. Привлекательность, успешность, безупречность. Не знаешь, с чего начать? Начни с внешнего вида. Журнал Playboy рекомендует Клеовитабе. Клеовитабе. Перхоти нет. Мама простудилась. Фервекс 2 в одном – это снятие симптомов гриппа и простуды и повышенная доза витамина С для поддержания иммунитета. Будьте здоровы. Знаешь, за что я люблю активию творожную? За то, что она такая густая и нежная. А что, если добавить туда курагу, чернослив и неужели инжир? Новая активия творожная с курагой, черносливом и инжиром. Просто праздник живота. Благодаря бифидобактериям актирегуларис активия способствует пищеварению и очищению организма. Новая активия творожная. Курага, чернослив, инжир. На свете нет двух одинаковых историй любви. Напишите свою и разместите ее на сайте Рафаэлла. Авторы самой красивой и романтичной истории получат призы от Рафаэлла. Полет на воздушном шаре или романтический вечер для двоих. Рафаэлла. История любви. С возрастом наше сердце особенно уязвимо. Призовите на помощь Элтоцин от компании «Биотики». «Биотики» – качество проверено временем. Это просто замечательный салат. Благодаря ему я познакомилась с вашим папой. Московский провансаль. Тот самый вкус. То, что вам давно знакомо, скрывает секрет удивительного вкуса, который хранит семья Ферреро. Рецепт, который никому не удалось повторить. Конфеты Ферреро. Неповторимо. Натуральное средство Ависол бережно очистит печень от шлаков и токсинов. Ависол. Спрашивайте в аптеках. Ависол от компании Эвалар. Подарки для покупателей в магазинах ювелирной сети «Яшма Золото». Специальные праздничные цены на украшения с красной биркой в «Яшма Золото». Синее море, яркое солнце, счастливые дети, здоровая семья. Не обязательно ехать в Испанию, чтобы жить долго и счастливо. Маслина и берег на вашем столе. На свете нет двух одинаковых историй любви. Напишите свою и разместите ее на сайте Рафаэлла. Авторы самой красивой и романтичной истории получат призы от Рафаэлла. Полет на воздушном шаре или романтический вечер для двоих. Рафаэлла. История любви. Смотрите в субботу в аналитической программе «Постскриптум». 100 миллиардов в казну. Российские банки выходят за пределы России. Уроки арабского. Удастся ли Бен Али и Мубараку утаить свои деньги? Запрещенный бизнес. Как прокуратура вскрыла игорную сеть. Скандал недели. А также блеск и нищета МВФ. Почему фонд не сумел предвидеть глобальный кризис? Наш комментарий. Есть ли у Польши грехи перед Россией? О чем предпочитают не вспоминать поляки? Специальный репортаж. Конь бледный. Идеалист, несущий смерть.
портрет Бориса Савенкова и женский бунт против Сильвио Берлускони. Станет ли он последней каплей? Пожалуйста, красный микрофон. Сломать Наталья преподавателя. Так вот, есть ли какие-нибудь условия для того, чтобы в школу приходили талантливые учителя? Я хочу сказать, что проблема огромная. Созданы такие условия, что таланты просто не будут держаться в школе. Не за счет зарплаты. Дело не в этом. Дело в том, что вот такие системы, стандарты, вся эта бумажная работа, которая в конечном итоге никак не связана качество преподавания с оплатой, статусом и так далее. Я задала вопрос. Я говорю, вот это сделано что-нибудь. Понимаете, ведь это самое главное. Если не будут нормальные учителя, можно ничего не менять. Любовь Николаевна, ответьте вы, пожалуйста, есть ли возможность у нас для того, чтобы в школу приходили хорошие учителя? Созданы ли для них условия? Мне кажется, стандарт задает этот вектор. Почему? Потому что финансирование при этом увеличивается или уменьшается? Оно не может быть не увеличенным. Понимаете? Насколько оно увеличивается? Насколько, я сейчас не смогу сказать. Вот смотрите, это нам самые важные вопросы. Секунду. Нам действительно важно, чтобы у учителя была хорошая, достойная зарплата. Чтобы он не думал говорить ребенку: ты сегодня плохо выучил, но за отдельные деньги я вечером с тобой позанимаюсь. Понимаете? Но этого даже будет мало, да? Мало будет уровня зарплаты, мало будет уважения. У него должны быть достойные условия, достойное рабочее место. Это означает уровень и лабораторного оборудования, уровень оснащения, возможность для саморазвития. Послушайте, понимаете? Если мы говорим о том, что физкультура у нас должна стать основным предметом, у нас все или какое количество спортивных залов с тренажерами, но я оборудовано думаю, что по-современному. Не все все-таки считают, что физкультура в старших классах предмет. Уже нужны секции, уже нужны тренажеры. Валерий, я тогда отвечу здесь. Есть... Вот почему-то в стандарте никто не прочитал еще одну важную вещь. Это вопрос о финансировании. То, что начиная с начальной школы, сейчас это реализуется, привело к увеличению финансирования во всех школах, кстати говоря. Вводится вторая половина дня. Потому что когда мы говорим о развитии личности, то личность формируется в единстве учебной и вне учебной деятельности. Поэтому 10 дополнительных часов в неделю в рамках государственного муниципального задания, которые введены в начальной школе, позволили увеличить зарплату учителей начальной школы в отдельных субъектах федерации, где шла апробация, на 25%. Это первое. Второй. Вы представляете Москву. В Москве апробации не было. Я езжу по регионам, я был недавно в школе. Можно я вам приведу пример простейший? Я был в Челябинске, в школе, которая занимает первое место по ЕГЭ. Кстати, это физико-математический лицей, но туда приглашают писателей. Школа, выпускники, во-первых, ее, из 10 человек 9 уже покинули нашу страну, это уже характерно. Но сколько получают учителя, которые своим трудом, по сути, без поддержки государства, создали замечательный, лидирующий в стране лицей? Высшая по разряду зарплата учителя 6 тысяч рублей. Можно говорить все, что угодно. Нам важно закладывать некие механизмы в государстве. Да. И поэтому от лица Общественной палаты мы предложили в обсуждаемый законопроект об образовании внести статью, которая зафиксирует минимум заработной платы педагогического работника, ниже которого не может Любовь быть Николаевна, я ни все в каком время прошу регионе. конкретных ответов. Вот какая должна быть, с вашей точки зрения? Вот или теперь смотрите. А дальше Нет, я смотрю, сейчас... вы можете ответить, Любовь Николаевна. Я могу сказать, я считаю не ниже средней по экономике региона, но вам это ничего не даст. Нет. Так, молодой человек. Нет, вы скажите. Нет, ну пожалуйста. Давайте я вам скажу, 25 тысяч рублей. Но для Москвы, подождите. Вы понимаете, мы все равно из прошлого все. Нам всем нужно одинаково либо по 15, либо по 25. И количество часов и предметов у нас у всех должно быть одинаково. Давайте от этого уйдем. Вы все-таки назовите. Я вам еще раз говорю, я считаю для регионов... Минимум 25? Да. Ну это как, вот сказочки такие, да? Это в каком году? В 2045? Сережа, подожди. Сережа, вы задайте вопрос московским учителям, сколько они получают. А это не педагог. Мы о России говорим сейчас, о Сейчас дайте России. сказать, пожалуйста, желтый микрофон. Павел Грин, инженер. Насколько я помню, я понимаю, что все вы здесь вышли из советской школы, все мы в советских школах учились. И система, насколько я помню, была такова, что сначала человеку давали возможность прикоснуться ко всем благам науки и искусства в школе,
то есть и к астрономии в том числе. А потом уже учитель выбирал, подсказывал, помогал человеку определиться в его дальнейшем жизненном пути. А теперь... Я прошу прощения, у вас есть вопрос? Так вот этот вопрос у меня и есть. А теперь получается, что взрослые дяди и тети хотят переложить на 17-летних и 18-летних подростков выбор своей будущей профессии. Вы себя-то вспомните в 18 лет. Ну что вы думали-то о чем? Что вы будете министрами? Вопрос стоит, благодарен за этот вопрос. Ни в коем случае, значит, ни в коем случае никто не перекладывает на ребенка ответственность за выбор окончательной профессии. Дается возможность профессионального самоопределения. Это две большие разницы. И дается возможность попробовать себя в разных реальностях. Такая возможность, которой в традиционной школе не было. Поэтому это совершенно другая ситуация. Смотрите, какое сложилось ощущение. Как может образоваться гора? Я не географ, но я имею в виду даже вот пригорок. Можно взять и на нынешний уровень насыпать эту гору, и вторую, и третью. А можно вырыть ямы так, что нынешний уровень покажется горой. Понимаете, что люди почувствовали? Когда была советская школа, нам всем, худо или бедно, предписывалось на фундаментальном уровне изучать много наук. Мы их изучали. Мы пришли в 10 класс, я думал, что я буду физиком-математиком. Да. В середине я понял, что я литератор. Я разочаровался в физике, но мне не переставали давать литературу на серьезном уровне. Правильно. Я все равно фильтровал предметы, я все равно себе профилизацию устраивал. Но если я здесь чего-то разочаровался, здесь остался высокий уровень. В новой модели люди увидели другую историю. Когда остаются 3 пика на нынешнем уровне, а остальное понижается. Вот тебе интегрированный уровень. Вот, а если я в этом пике разочаровался, то все остальное у меня осталось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот какая опасность возникла у людей. И родители сказали очень четко. Вы даете ребенку право выбирать, но это право имеет оборотную сторону. Не выбрать. И ребенок сладострастно говорит: круто, я это не выберу, и это не выберу, и это не выберу. И родители заволновались. Они почему-то не хотят, что ребенок выбором пользовался так. Это очень сложная проблема. А я работаю с нынешними детьми, и я вам хочу сказать, колоссальный отрыв от того, что было даже 10 лет назад. Люди, дети, не могут выучить наизусть определение, прочитать длинный текст. Почему? Потому что это... Все вокруг сменилось, да? У них теперь окошечко компьютера, у них Твиттер, у них СМС, потому что школа ушла от школы знаний. Да. Мы с вами учили наизусть параграф, пересказывали у доски. Сейчас это не современно. А ведь не остановишь жизнь, не СМС-очки. Нет, послушайте, в школе мы учили на одном предмете параграф, отвечали у доски, на втором предмете отвечали параграф у доски. Сейчас это не модно. Сейчас учителя все развивают. Должна быть другая школа. А я же не против другой школы. И в основу построения стандарта мы заложили то, что это не знаниевая, а деятельностная школа. Я хочу спросить, мы много говорили о том, что дети к 15 годам не готовы еще к окончательному выбору. Конечно. Как вы, родители взрослых детей, как вы считаете, готовы ли школьники вот после 9 класса окончательно все-таки определиться по школе с выбором своей профессии? Вот как считает и министр? Ну, мне нечего сказать, вы видите. Зал считает, что нет. Вы считаете, что не готовы? Не готовы. Пожалуйста, красный микрофон. Дмитрий Валерия Григорьевна, мать 3 детей, все учатся. Скажите, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как вы считаете, сколько человек должен быть в классе? Да? 15, это один вопрос. 30 человек. И согласны ли вы, что школы закрывают, если меньше 20 человек в классе? Я категорически с этим не согласен. Весь опыт показывает, что для того, чтобы провести индивидуализацию обучения, вести выбор и вариативное обучение, оптимально 15 человек. Это с точки зрения и психологической науки полностью оправдано. Но здесь, к сожалению, вступает и тут территория, на которой такой мастер, как Олег Николаевич, законы экономики. Если бы от меня зависело, я бы каждый класс делал размером 15 человек
близкие к психологическим тренинговым группам. Их оптимальный размер 8-12 человек, чтобы люди поняли друг друга, сбросили маски и почувствовали себя Но личностями. здесь более трудная задача. Дело в том, что господин Фурсенко, наш министр образования, считает, что должна быть закрыта та часть школ, которые вообще не соответствует требованиям. Вот я не поняла только, что такое требование, и лучше, может быть, довести их до уровня, чем закрывать школы. Вспомните высказывание Булгакова. Осетрина бывает первой свежести, она же последняя. То же самое образование. В том случае, если школа дает некачественное образование, то мы рискуем нашими детьми. Поэтому вы правы. Считаете, что надо он имел в виду дорастить школу. это? Я считаю в виду, что он имел в виду, именно это. Можно повысить справку? качественный уровень Учителей, школ. да, пожалуйста. Мы подготовили альтернативный законопроект об образовании. В нем предполагается, что в классе не может быть более 20 человек. К сожалению, представитель «Единой России» Рачевский обрушился на нас, считая нас непрофессионалами, и сказал, что качество образования не зависит от количества человек. Он в Китае по 40 и больше, и высокое качество образования. Вот я хотел понять, а как думают, между прочим, наши участники передачи? Спасибо. Я 15, вы 20. Сколько вы считаете, должно быть в классе учеников? Вот, Олег Николаевич, согласны ли вы с тем, что в классе должно быть не более 20 человек? Ну, подавляющее большинство, Олег Николаевич. Хорошо. Пожалуйста, черный микрофон. Кучма Игорь, директор Центра образования 1804, Москва. У меня вопрос к Сергею Владимировичу. То есть вы работаете по старым стандартам, они вас устраивают, и как бы вы признаете то, что вы проиграли в борьбе интернету, СМС, СМИ, телевидению. Я работаю в Центре образования номер 57, который работает давно по своим собственным стандартам и выпускает одних из лучших математиков и гуманитариев в стране. Там сильный директор, который умеет сделать внутри школы вот ту планку образования, которую он считает нужной. Поэтому в новых стандартах я вижу еще одну опасность, с которой не справится директорский корпус, за исключением таких директоров, как наш. Опасность это следующая. На нас, на школу, сваливается очередной новый поток слов. Мы несколько лет назад боролись вместе с другими школами Москвы за миллион, который давал Лужков. Маленькая, очень короткая история. Школа будущего. На вопрос о том, что будут делать в школе будущего в нашей школе, наш директор сказал так: мы будем хорошо учить детей, как это и делали много лет. А те, кто были за нами, сказали: а мы будем формировать имагинативно-герменевтическую среду. Когда они это произнесли, стало понятно, что без миллиона это не сделать. Они миллион получили, мы тоже миллион получили. Но послушайте, школа научилась говорить на этом птичьем языке и научится говорить на новом птичьем языке. Мне очень хочется, чтобы новый стандарт не пришел в школу только в обличии новых слов. Почему все-таки по международным рейтингам, даже по грамотности языка, мы находимся сейчас на 43-м месте из 65 и находимся в третьей группе, низшей группе среди развитых стран. Уже как-то была с нами, хоть было как-то спокойнее Германия рядом, вот она вырвалась во вторую, а мы никак. Объяснение очень простое, что ПИЗа замеряет функциональную грамотность, умение применять полученные знания в повседневной, в том числе в неучебной деятельности. Поэтому основная задача стандарта – это перевод российской школы на деятельностную систему, деятельностную парадигму образования, которая позволит нашим детям реализовать те знания, которые они получают в повседневной практике. Именно поэтому введен тот самый вид деятельности, который тоже вызывает у всех вопросы, индивидуальный учебный проект, который сейчас прописан в стандарте с 1 по 11 класс. Желтый микрофон. Гуськова Марина Федоровна, скажите, пожалуйста, предусматривает ли новый стандарт системность получения компетенций? Причем одним из конечных пунктов учитываются ли те требования, которые мы потом, те компетенции, которые мы потом должны обозначить в ВУЗе, чему мы должны научить Вы знаете, спасибо студентов. за этот вопрос, потому что мы впервые, наверное, строили стандарт старшей школы, исходя не из педагогических представлений нас, педагогов, почему вот сейчас педагогическое сообщество немножко возмутилось, а вели диалог с ректорами вузов, с вузовским сообществом. И когда мы ввели этот диалог, то выявили два очень серьезных и важных пункта. Пункт первый,
что наши выпускники, приходя на первый курс, они обладают большим количеством ненужного в ВУЗе знания, и второй пункт – недостатком компетенций, необходимых современному студенту. Поэтому именно на это обращено максимальное внимание в стандарте, на развитие тех видов деятельности, которые позволят ребенку стать успешным гражданином, успешным студентом в том числе. Я прошу прощения у тех, кто не успел задать вопрос, но мы должны заканчивать вторую часть. Уходим на рекламу и через 2-3 минуты встретимся. Я не сомневаюсь в выборе печенья. Альпенгольд Чоколайф. Мягкий воздушный бисквит и сочное желе из ягод и фруктов, покрытые настоящим шоколадом Альпенгольд. Попробуйте сами. Альпенгольд Чоколайф. Не пытайся устоять. Мой муж создает кофе. Тщательный отбор, специальная обжарка, уникальные купажи для всех способов приготовления кофе. Кофе «Жокей» создан настоящими профессионалами, чтобы каждый день вы пили Отличный кофе. «Жокей» – отличный кофе каждый день. Так хочется как следует запастись солнышком на зиму. Именно зимой детям не хватает солнечного витамина D для здорового роста. Хорошо, что есть растишка. В отличие от обычных молочных продуктов, растишка обогащен витамином D, который помогает кальцию усваиваться эффективнее. Дети светятся здоровьем. Солнце зимует в растишке. Капилlar и новый кардио Капилlar с Q10 для прочной защиты сердца и сосудов. Дари тепло общения. В праздничные дни в Связном тебя ждут специальные цены и скидки на телефоны Nokia. Я всегда использую только лучшее. Самые свежие овощи, ароматную зелень. Даже то, что уже превосходно, может стать еще вкуснее, если добавить Маги море вкуса. Новую приправу, в которой морская соль, овощи и зелень. Все натуральное для всех наших любимых блюд. Маги море вкуса. Семилин Экстра. Двойная сила в борьбе с насморком. Жемчужины. Мой секрет привлекательности. Персил – жемчужины свежего аромата Вернель. Это чистота и свежесть 24 часа в сутки. Жемчужины закрепляются на одежде и раскрывают свой свежий аромат. Новый персил – жемчужины свежего аромата Вернель. Хенкель. Новый гель для душа «Палмолив цветок вишни». Густое увлажняющее молочко и экстракт цветущей вишни. Природный рецепт комфорта для вашей кожи. В этом году марка Chevrolet отмечает свой 100-й день рождения. Празднуйте его с выгодой на все 100. Только сейчас мы приготовили для вас юбилейные спецпредложения. С 1 января по 31 марта, покупая просторный и комфортабельный Chevrolet Lachetti или стильный и динамичный Chevrolet Aveo, вы сможете сэкономить до 75 тысяч рублей. А также мы увеличили гарантию на все свои автомобили до 3 лет. Chevrolet. 100 лет у руля. Изысканный рецепт. Первозданный вкус свежего пива. Балтика разливное. Подлинный вкус, не тронутый пастеризацией. У нас в гостях обнаженный нерв эпохи. Наиболее экзальтированное люди считают его сетевым секс-символом. Я заложник романа «Метро 2033», который мной придуман в 16, написан в 23. К вечным темам я приду немного позже. Я все жду каких-то настоящих сумасшедших страстей в этой жизни. Вы же хотели в ночном московском метрополитене на дрезине проехаться. Проехались? Я не герой, я проехал в Казанском. Русский писатель должен страдать, чтобы быть настоящим писателем, поэтому я не настоящий писатель. Сломленный поэт с эполетами из перхоти. Дмитрий Глуховский. Вот какая-то история. Пример успеха энергичной заурядности. Временно доступен. Остается, как там, давайте встретимся в метро. В воскресенье на канале ТВ-центр. Это заключительная часть нашей программы. И, как всегда, один вопрос нашим уважаемым экспертам. И подумайте вы над ним. Что нужно изменить в новых стандартах образования, чтобы повысить качество обучения в наших школах? Дело в том, что мы все поняли, что реорганизация нужна. Это говорили все. И с этой стороны, и тем более с этой. И наши гости, наш народ. Пожалуйста, кто начнет? Сереж, ты, может быть? Я думаю, что нам нужно избежать невнятностей.
вот прежде чем вы не сформулировали свое предложение, вы его не выносите, чтобы нам всем не страдать потом, из месяца в месяц пытаясь разобраться, что же вы такое предложили. Да, пожалуйста. Вы знаете, я сейчас скажу очень странную фразу. Я не знаю, каким должен быть стандарт. Моему общению со стандартом ровно 3 недели. И первое, что я понимаю, что стандарт не должен делаться быстро. Мне кажется, что для того, чтобы мы могли принять хороший стандарт, у нас должно быть 2, 3, может быть 4 альтернативных проекта. Тогда можно было бы смотреть и выбирать. Голосуйте, пожалуйста. Олег Николаевич. Вы знаете, я категорически не согласен с тем, что стандарт впервые ориентирует образование на личность. Вы будете смеяться, я учился в 60-е годы в провинциальной омской школе для незрячих ребят. Я хотел получить серьезное образование, получил фундаментальные знания. Я хотел заниматься шахматами, и меня довели до 1-го разряда. Я хотел заниматься физкультурой, и незрячих ребят нас научили лыжам, конькам. Я хотел заниматься музыкой, при школе была музыкальная школа. Я научился играть не только на баяне и занимал места в областных конкурсах среди всех ребят, но и на фортепиано. Я думаю, что рецепт нашего образования очень простой. Нам нужно взять наши лучшие отечественные традиции, соединить их с самыми новейшими технологиями, и тогда получится нормальный, достойный результат. Мы опять войдем в число мировых лидеров. Спасибо. Любовь Николаевна. Я все-таки постараюсь сказать про стандарт, а не про образование в целом. Должны приняты быть документы, которые действительно будут гарантировать все идеи, которые будут заложены в стандарте как результат общественного договора. То есть они должны быть подкреплены. Да, весь стандарт нужно подкрепить. Понимаете, Голосуйте, стандарт это... Они не понимают. Значит, сейчас я попытаюсь объяснить, да? Значит, вот смотрите. Я попытаюсь сказать попроще. Мы можем сказать, что мы размещаем в стандарт модель учителя. Но если мы с вами не заложим в бюджете деньги на повышение квалификации учителя, если мы с вами не поработаем над педагогическим образованием, это все будут слова. Я говорю о том, что стандарт должен быть ресурсно обеспечен. И это очень серьезный вопрос. Александр Михайлович, то, что не говорилось. Ну, я абсолютно согласен, что вопросы финансирования должны быть более четко прописаны в стандарте. И мы сейчас это обсуждаем с Минобром, хотя, к сожалению, это прерогатива Минфина и распределение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Спасибо. Стандарт как перспективный проект, проект будущей школы, должен учесть риски, с которыми мы сталкиваемся, чтобы повысилось качество образования. Риск номер 1 для нашей страны, связанный с введением условий стандарта, это риск люмпинизации учительства. Если наши учителя станут люмпинами, у этой страны нет будущего. Это первый риск, на который я обращаю внимание. Отсюда ключевая задача, а не слова, это повышение престижа учителя в России. Если у вас, уважаемый народ, есть свои предложения, которые еще не прозвучали, пожалуйста, озвучьте, а вы решите, дельные они или нет, господа разработчики. Пожалуйста, желтый микрофон. То, что не говорилось. Да, Павел Грин, еще раз инженер. Еще раз? Еще раз инженер. Да, еще раз. Здесь за трибунами стоят продукты как раз советского стандарта. Чем плохо-то был старый стандарт? Почему его назад-то вернуть То есть нельзя? вы считаете, что не надо ничего менять? Зеленый микрофон. Зеленый микрофон. Директор 709-й школы, Москва. Значит, момент такой. Мы все время говорим про педагога, мы все время говорим про стандарты, но мы забываем про ученика. Вот один мотив такой очень важный. Ученик на сегодня не смотивирован на учебную деятельность. Вот необходимо, чтобы в новом стандарте большое внимание было уделено именно мотивации учащихся на образовательную деятельность. Стандарте мотивация к обучению. Владимир Родионов, МГПУ. У меня маленькое пожелание. Вы помните, естественно, из традиции нашего советского образования, что физкультура, как и пение, всегда считались предметами далеко не самыми главными. Мне кажется, конечно, они главные. Но вместе с тем, мне кажется, что физкультура это может быть не целью, а средством, чтобы развивать ребенка. И поэтому все-таки не ставить ее в центре. Спасибо. Желтый микрофон. Гуськова Марина Федоровна, мне хотелось бы, чтобы в стандартах, как экономист я говорю, были четко прописаны ресурсы, на которые осуществляются все эти реформы. Спасибо. Четко.
Я хочу спросить наших уважаемых экспертов сегодня, как вы считаете, вот что конструктивное для вас, или, может быть, новое, или важное прозвучало из уст народа? Главное, что я выношу из сегодняшней передачи, из того, что происходит. Если стандарт – это предмет общественного договора, договора государства, договора семьи и школы, то мы с вами свидетели того, что до договора очень далеко. Все-таки важный акцент, что необходимо прописать все ресурсы. Он подтверждает, меня убеждает еще больше отстаивать эту позицию. Спасибо. Хорошо. Вы знаете, сегодня был честный разговор и трудный разговор. Единственное, в чем все сошлись, и наш народ, и наши эксперты, в том, что нашей системе образования нужна коренная реорганизация. Вот другое дело, как это правильно сделать, чтобы не утратить базовые ценности всей нашей жизни. Ведь именно гуманистика в России всегда была, вы знаете об этом, намного больше, чем просто набор знаний. Учитель Волков – продукт традиционной российской школы, где вместе с недостатками было большое количество достоинств, в том числе и острое ощущение справедливости, правды и личной ответственности. Наверное, поэтому и появилось его письмо. Наверное, поэтому присоединились к нему более 25 тысяч человек, тоже чувствующих свою ответственность перед будущим страны. Главный итог случившегося, как мне кажется, это наглядный урок того, что гражданское общество, объединившись, уже реально стало влиять на принятие важнейших решений. Плохо то, что Министерство образования в очередной раз нарушило главный принцип своей работы, о котором недавно сказал его глава, а именно заинтересованность в максимальном, это я цитирую, максимальном вовлечении всего общества в обсуждение проблем образования и науки. Дискуссия была жесткая, закончили мы мирно, встретимся через неделю в программе «Народ хочет знать». Спасибо. Здравствуйте, в эфире программа «События», в студии Елена Медовникова. И в начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Грозит уголовное дело. Генпрокуратура России направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении экс-начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Сбывали государственную собственность за бесценок. Во Владивостоке начался громкий судебный процесс по делу о махинациях на 500 миллиарда рублей. Таких морозов не было в Москве 5 лет. Минувшая ночь в столице стала самой холодной за зиму. Все службы жизнеобеспечения города приведены в повышенную готовность. Спасательная операция в Балтийске продолжается. В местной гавани от гибели пытаются уберечь стаю лебедей, испачкавшихся в мазуте и потерявших способность летать. Генеральная прокуратура направила в Следственный комитет материалы на бывшего начальника столичного метро для возбуждения уголовного дела. Дмитрия Гаева подозревают в злоупотреблении полномочиями. Вопреки интересам унитарного предприятия, используя служебное положение, Гаев создал систему личного обогащения за счет возглавляемой им организации, сообщила сегодня официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. По ее словам, метрополитену и его собственнику, правительству Москвы, причинен ущерб на сумму более 112 миллионов рублей. Дмитрий Гаев, напомню, был освобожден от должности в начале этого месяца по собственному желанию. Заявление он написал после масштабных проверок, которые начались в столичной подземке по просьбе мэра Сергея Собянина. В ходе них выяснилось, что руководство метро необоснованно завышало тарифы. Среди подрядчиков оказались родственники Гаева, а сам он исправно получал деньги за якобы разработанные им новые технологии. Теперь экс-начальнику метрополитена грозит до 10 лет тюрьмы. Заместитель прокурора Подмосковья отменил постановление о возбуждении уголовного дела против замглавы Красногорского района Юрия Караулова. Он и другие чиновники подозреваются в том, что незаконно выделяли участки в своем районе под дачи высокопоставленных работников прокуратуры и милиции Подмосковья. Как заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета, дело завернули, несмотря на признательные показания одного из чиновников. По словам Владимира Маркина, решение будет обжаловано. При этом он напомнил, что только за прошлый год областная прокуратура
прокуратура отказала в возбуждении 11 дел о коррупции. А во Владивостоке начался громкий судебный процесс по делу о махинациях на 500 000 рублей. Приморские чиновники мошеннически приватизировали и избывали за бесценок государственную собственность, включая здания школ и больниц. Руководили аферой исполняющий обязанности главы Минимущества по Приморскому краю и депутат Законодательного собрания. Все подробности у Владимира Ковальчука. Расследование этого уголовного дела длилось 3 года. В нем более 400 томов. На скамье подсудимых 14 человек. И еще 2 находятся в розыске. Каким будет наказание и сколько продлятся судебные тяжбы, даже работники правоохранительных органов предсказывать не берутся. Ведь это первый подобный случай в судебной практике Приморского края. В зал судебных заседаний заходят чиновники администрации Приморского края и федеральных ведомств. Их обвиняют в создании преступной группы, продаже за бесценок госимущества и злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинение предъявлено по 43 эпизодам преступной деятельности. Согласно обвинительному заключению, преступное сообщество незаконно завладело 29 объектами недвижимости. Ущерб от преступления составил более 547,5 миллионов рублей. Следователей поразил не только размах деятельности преступной группы, но и то, насколько тщательно ее участники продумывали схемы работы. План злоумышленников был разделен на несколько этапов. Они проводили постоянный подбор объектов из государственного недвижимого имущества. Далее объекты выводились из оперативного управления якобы для использования в целях уставной деятельности предприятий, а фактически для последующей продажи имущества с аукционов по заниженным ценам. Например, один из корпусов краевой больницы. Когда здание продавали частным лицам, никого даже расселять не пришлось. Палаты и так пустовали. Но не всегда процесс передачи государственной собственности проходил так спокойно. Вот другой объект недвижимости, фигурирующий по данному делу. Школа в пригороде Владивостока. Здесь были налицо признаки рейдерского захвата. Они просто прислали группу захвата каких-то непонятных, не совсем русских людей, которые под прикрытием милиции выкинули администрацию, выкинули моих сторожей, выкинули библиотеку и заявили во всеуслышание даже по газетам, что там будет элитарная гостиница. Несмотря на доказательную базу стороны обвинения и показания свидетелей, подсудимые считают дело сфабрикованным. Изначально возникало непонятно на каких-то надуманных основаниях. И это было связано в момент и направлено только на то, чтобы дать показания против губернатора Даркина, какие-то порочащие, и все, тебе особо больно не будет, если так выразиться. Это как раз было вот накануне, скажем так, да, всех действий по саммиту АТС. Большинство подсудимых заявило о желании сменить адвокатов. Следующее судебное заседание назначили на 30 марта. Владимир Ковальчук, Роман Статнов, Дальневосточное бюро ТВ-центра, Владивосток. Морозы в Москве продержатся до 23 февраля. Таким прогнозом порадовали сегодня жители столицы синоптики, добавив, что прошедшая ночь стала самой холодной за 5 лет. Столбик термометра опустился до отметки 26,5 градусов. Как же без потерь пережить затянувшиеся холода, обсуждали сегодня на совещании в мэрии. С подробностями Кристина Титова. Оперативное совещание в мэрии началось с обсуждения погоды. Таких морозов в столице не было давно. У нас достаточно холодно на улице. Я так понимаю, что холода продлятся до конца февраля. Как дела по обеспечению теплом города? Давно таких холодов не было уже в течение 7 лет. В течение 14 дней такие минусовые температуры – это действительно аномальное явление. Все службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность. Численность аварийных служб увеличили в 3 раза. Запасов топлива, мазута и угля тоже достаточно. На вопрос мэра, есть ли жалобы от населения, Петр Бирюков ответил, что есть. В некоторых квартирах даже слишком жарко. Так как большие перепады температуры, я думаю, в любом случае надо уровень тепла держать. А если у нас перегретые дома есть, то это говорит о неправильном регулировании сетей. Поэтому этим тоже надо заниматься. На расширение дорог и строительство парковок в этом году выделят 12 миллиардов рублей. Варшавское шоссе увеличится на 48 километров, в том числе за счет расширения и новых развязок. В плане развития сети новых парковок. Правда, темпами мэр недоволен. Мне кажется, что по Центральному административному округу работа недостаточна. Наиболее проблемный округ. Понятно, что там очень трудно изыскать свободные площади, очень трудно изыскать возможности строительства паркингов, но этим надо заниматься.
Не снижать темпы, необходимые в строительстве детских садов. На сегодняшний день почти 11 тысяч детей стоят в очереди. Это при том, что с ноября открылось 7 новых дошкольных учреждений. До 8 марта мы планируем открыть еще 8 новых детских садов, и это будет большим подспорьем для города. Я был вчера в детском саде строящемся. Стройка идет достаточно быстро. Там основные работы проведены практически в течение 5 месяцев. Но дальше начинается волокита с подключением сетей, набором персонала и так далее и тому подобное. Поэтому я хочу по всем водным объектам проехать сам, посмотреть, как там дела обстоят. Так, чтобы мы не затягивали реальный ввод в эксплуатацию объектов, которые находятся в высокой степени готовности. Помимо строительства новых детских садов, в городе расширяют практику семейных детских садов. Приспосабливают помещения под группы краткосрочного пребывания, а при школах организуют группы дошкольников. Кристина Титова, Александр Иванюк, ТВ-центр. Москва готовится ввести универсальную электронную карту. По ней жители смогут получать от государства основные услуги, от медицинских до транспортных. Соглашение с Пенсионным фондом уже достигнуто. Ну а сегодня городская дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. О преимуществах единой карты москвича в репортаже Екатерины Гоголевой. Москва – один из немногих регионов, где уже существуют электронные социальные карты. Но в ближайшее время предоставлять госуслуги на современном уровне начнут не только по всей стране, но и по-новому. Столичные власти эту работу начали первыми. Законодатели обещают, что новая универсальная карта расширит возможности горожан. Вводится 2 обязательных приложения. Это медицинское приложение части полиса обязательного медицинского страхования и пенсионное приложение в виде полиса СНИЛСа. Это позволит гражданам уже не получать отдельно полис обязательного медицинского страхования и пенсионное свидетельство. Сейчас социальная карта есть только у 4 миллионов жителей столицы. Это различные льготные категории. Универсальную карту будут выдавать всем. Мы переводим вообще большинство государственных услуг в электронный вид. Мы тем самым экономим время москвичей, мы снижаем, ликвидируем административные барьеры. А значит, мы создаем новое качество жизни для населения. Предлагается использовать карту для обращения в органы исполнительной власти, в том числе через интернет для идентификации личности граждан, при проходе в образовательные учреждения и предоставлении бесплатного и платного питания школьникам, а также при прикреплении к поликлинике и оформлении в стационар. Доступно будет также транспортное, банковское и другие всевозможные приложения. Сегодня депутаты Мосгордумы единогласно приняли законопроект в первом чтении, а уже в марте обещают принять его в целом. Поэтому вероятно, что к концу года появятся первые универсальные электронные карты. Екатерина Гоголева, Марк Новогрудский, ТВ-центр. В Балтийске продолжается операция по спасению лебедей, искупавшихся в мазуте, сброшенном в Калининградский морской канал. Счет идет на дни. Из-за нефтяной пленки сотни птиц не только потеряли возможность летать, но и передвигаться по земле. Теперь из-за усилившихся морозов пернатые буквально примерзают ко льду и обречены на гибель. На помощь лебедям пришли местные жители и добровольцы, которые отмывают их в наспех созданном приюте. Владимир Гладюк продолжит тему. Стая лебедей, пострадавших от сброшенного в морской канал мазута, оказалась на грани жизни и смерти. Измазанные нефтепродуктами от клюва до хвоста, они с трудом передвигаются. Многие не выдерживают холода и погибают. Оставшиеся в живых ждут помощи от людей. Узнав о том, что пернатым угрожает опасность, Нина Макарова решила спасти хоть одного из них. Забрала домой самого слабого лебедя. Говорит, если бы он еще несколько часов оставался в воде, то не выжил. Когда женщина взяла изнеможденную птицу на руки, та даже не сопротивлялась. Может, сил уже не осталось, а может, чувствовала, что хотят помочь. Он не стоял на ногах. Он был покрыт вот таким вот толстым слоем мазута. Крылья, хвост даже не обозначались. Я поняла, что если мы не спасем этого лебедя, то он, конечно, погибнет. В доме Нины Андреевны лебедь поначалу вел себя смирно, позволял мыть, чистить гребешком перья. Чтобы убрать мазутные пятна, ей пришлось израсходовать несколько флаконов шампуня. Головку моем, вытираем, сейчас оттираем, шампунью натираем. Спустя сутки лебедь освоился, начал есть, нашел теплое место у батареи. Хозяева говорят, что он стал полноправным членом семьи. Шлепал на своих толстых лапах, как на ластах, будил весь дом, хлопал крыльями и требовал заботы и внимания к себе. В доме Макаровых лебедь прожил 2 дня, пока Нина Андреевна не узнала, что в подвале гостиницы «Балтийска» есть приют для таких же бедолаг, как и ее питомец. Сейчас здесь находится около полусотни птиц.